Эфир Абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Камши-Пшара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Встреча президента Бадры Гунба с финалистами и победителями конкурса «Команда Абхазии» прошла в Сухуми. Этнос и культура в эпоху глобализации. В АГУ открылась 8-я международная научная конференция. 4-й раз в Абхазии стартовала школа педагогического мастерства. В приюте для безнадзорных животных в селе Дзукта прошла бесплатная акция по стерилизации животных. Абхазский рубеж, экологический патруль, карта гостя и свет культуры, перспективы роста и проекты социально-экономического развития обсудили на встрече с президентом Бадрой Гунба победители и финалисты конкурса «Команда Абхазии». Также побеседовали с главой государства о ходе и промежуточных результатах образовательной программы в мастерской управления «Сенеж». Среди финалистов проекты ученые, юристы, журналисты, энергетики, экономисты, спортсмены и представители других профессий. Каждый проявил себя достойно. Самые главные критерии, по которым их отбирали, это не только знания, но и умение оперативно принимать решения, способность слушать других, наличие навыков публичного выступления, способность взаимодействия с другими участниками и множество других качеств, которым должен обладать настоящий лидер. Конкурс «Команда Абхазии» проходит при поддержке платформы «Россия – страна возможностей». Репортаж со встречи президента с победителями и финалистами конкурса «Команда Абхазии» смотрите сразу после новостей. ЦИК зарегистрировал Астамура Джопуа кандидатом в депутаты парламента Абхазии по Дранскому избирательному округу номер 26. Повторные выборы пройдут 26 июля. Регистрация продлится до 6 июля. Решение о регистрации кандидатов комиссия примет в течение 10 дней. Министр энергетики Абхазии Батал Мушба, выполняя поручение президента Бадры Гунба, осмотрел подстанцию Сухум-1. В ходе проверки были оценены техническое состояние оборудования, уровень безопасности и готовность объекта к бесперебойной работе. Министр подчеркнул важность своевременного проведения профилактических и ремонтных работ для повышения надежности энергосистемы республики. Ключевые вопросы развития туристической сферы обсуждались на встрече министра туризма Астамура Логу с депутатами парламента и представителями профсоюза экскурсоводов. Особое внимание было уделено поддержанию порядка и чистоты на основных туристических объектах, благоустройству остановок на маршрутах экскурсионных групп и соблюдение этических норм сотрудниками туристической сферы. Министр подчеркнул важность активного привлечения туристов к восточным маршрутам и призвал экскурсоводов проявлять инициативу в разработке и реализации проектов по этому направлению. Отдельной темой встречи стала борьба с нелегальными экскурсионными группами. Также обсуждались изменения в законе о туризме, и министерство получило поддержку парламентариев в ряде инициатив. Этнос и культура в эпоху глобализации, пространство и история. Под таким названием в АГУ открылась 8-я международная научная конференция. Мероприятие посвящено 80-летию победы в Великой Отечественной войне и 80-летию со дня рождения первого президента Абхазии Владислава Арцинба. Организаторами научного форума выступили Абхазский государственный университет, Кубанский государственный технический университеты, Высшая школа экономики, Российско-армянский университет при поддержке журнала «Вопросы философии». Репортаж Шазины Ханагуа. Ученые из разных вузов России, Абхазии и других стран прибыли на 8-ю международно-научную конференцию, что придает мероприятию международный формат и способствует плодотворному обмену знаниями и опытом. С приветственным словом к участникам конференции обратилась доктор психологических наук Надежда Лебедева. Она подчеркнула, что всегда рада возвращаться в Абхазию. Я хочу сказать большое спасибо абхазским коллегам за то, что вы берете на себя труд
вот такого, организации подобных конференций, на которые съезжаются люди, которых интересуют проблемы этноса, проблемы культуры и трансформации их в эпоху вот перемен, в эпоху глобализации, в эпоху цифровизации, в эпоху таких вот кардинальных глубинных изменений. С актуальной темой «Межконфессиональный диалог в условиях глобализации. Опыт Абхазии» выступила кандидат философских наук Мзия Квициня. Она отметила, что человечество сегодня сталкивается с обострением глобальных проблем. В этом смысле следует говорить о кризисе духовности всего мирового сообщества. Мзия Квициня также выразила мнение, что разделение учеными современных обществ на цивилизованно развитые и отсталые – весьма спорный вопрос. В реальности же мир находится с точки зрения нравственного развития на уровне варварства. Мы сегодня наблюдаем проявление жестоких агрессий одних цивилизованных, в кавычках, правящих элит против других стран. Парадокс состоит в том, что большей частью духовным кризисом охвачены общества экономически развитых стран. Амбиции политиков этих регионов мира, как США, Евросоюз, Израиль, некоторые страны Ближнего Востока в вопросе соразвития с другими странами, такие как Россия, Индия, Китай, Иран, страны традиционных обществ, до такой степени высоки и навязчивы, что чаще сотрудничество переходит в противостояние. Как свидетельствуют многие путешественники, религиозное сознание абхазов представляло собой полнейший симбиоз, уникальный межконфессиональный диалог, который сегодня называют партнерским. В современной Абхазии почитают 7 священных святилищ, 7 – сакральное число для абхазского народа. Неизменными являются установленные веками обряды и ритуалы, связанные с этими священными местами. И это дополняет картину мирного сосуществования православной, католической, иудейской, баптистской, евангелической общин мусульманской уммой. Относительно степени религиозности абхазов сегодня считается, что большая часть среди них православные, это 60%. К мусульманам относятся почти 1/3, от 16 до 20. Отдельно выделяют 3% приверженцев традиционной религии, при этом отделяя пунктом язычников почему-то от традиционной религии. А остальные атеисты. Среди опрошенных имеются те, кто затрудняется ответить, это где-то 6%. Цель мероприятия – проведение конструктивной интеллектуальной дискуссии по актуальным вопросам глобализации, этнокультурной идентичности и межкультурной коммуникации. Данная конференция проводится с 2015 года. Доклады были разными, но важными и актуальными. Тема моя называется «Рассиничание. Болезнь абхазской истории». Российско-абхазские отношения сложились еще в древние времена. Это отмечал известный российский ученый Вадим Кожинов. Отношения России с Абхазией начались, очевидно, еще в IX веке, во времена могущества хазарского каганата, куда входили Южная Русь и Абхазия. В середине XII века, столетия, встречается термин «обезы» в русских летописях. Сохранилась запись XII века о том, что великий киевский князь, внук Владимира Мономаха, Изяслав, дважды послал своего сына Мстислава к Днепропетровским берегам, чтобы встретить невесту из Обеза. Обезами россияне как раз-таки понимали абхазов. Доктору философских наук Борису Пружинину давно присвоено звание почетного профессора Абхазского госуниверситета. Однако документ с этим почетным титулом удалось вручить только сейчас. Конференция будет проходить 2 дня. Работа продолжится по секциям. Также планируется проведение молодежного круглого стола. Шазина Ханагуйна, Алгвинджия, Абхазское телевидение. В Сухуме в 4-й раз открылась школа педагогического мастерства. Мероприятие нацелено на профессиональное развитие педагогов через обмен опытом между российскими и абхазскими специалистами. В церемонии открытия приняли участие министр просвещения Хана Гунба и глава администрации города Сухум Тимур Агарба. Гунда Шоуа расскажет подробности.
Уже 4-й год подряд в Абхазии стартует школа педагогического мастерства. В этот раз около 200 учителей и воспитателей столицы примут участие в работе школы. В течение недели педагоги из Нижнего Новгорода, а также преподаватели АГУ, работники Института педагогики имени Ардзенба и опытные педагоги общеобразовательных учреждений столицы будут проводить мастер-классы по 16 направлениям. Начальник столичного управления образования Станда Таркил, открывая мероприятие, зачитала приветственное письмо главы Нижнего Новгорода, адресованное мэру Сухума Тимуру Агрба. Уверена, этот сезон не уступит по своей результативности предыдущим 3. Полученные в школе знания и опыт дадут свои плоды. Я искренне желаю всем участникам школы быть профессионалами своего дела и шагать в ногу со временем, в добрый путь. В течение 3 прошлых сезонов в работе школы принимали участие преподаватели из Тамбова. В этом году поделиться знаниями с абхазскими коллегами приехали специалисты в области образования из Нижнего Новгорода. Работа школы педагогического мастерства направлена на повышение профессионализма, самосовершенствование преподавателя, развитие творческого потенциала. С открытием школы участников поздравил глава города Сухум Тимур Агрба. К нам обменяться опытом приехали наши дорогие друзья из Нижнего Новгорода. Ваше присутствие здесь – это еще один яркий факт того, что наши отношения между нашими городами побратимами динамично развиваются, в том числе и в сфере образования. Дорогие наши педагоги, я хочу сказать, что ваша миссия одна из самых важных на Земле. От вас зависит наше будущее, будущее наших детей, будущее наших городов и будущее наших стран. Спасибо вам за ваш труд и желаю всем плодотворной работы. С каждым годом школа педагогического мастерства расширяет свои границы. В этом году помимо основных направлений будут задействованы дефектологи, психологи и логопеды. Гостей и участников мероприятия поприветствовала министр просвещения Абхазии Хана Гунба. Мы с вами имеем дело с молодым, постоянно меняющимся организмом. Это требует особого подхода к самому себе. Повышение квалификации, работа над собой, проведение школы педагогического мастерства – это шаги к решению главной нашей задачи – повышение качества образования в образовательных учреждениях нашей страны. Основная цель школы – формирование педагогов нового типа, способных эффективно решать задачи современного образования, включая развитие критического мышления, творческих способностей и коммуникативных навыков у учащихся. Программы обучения включают в себя изучение передовых методик преподавания, освоение современных образовательных технологий, а также развитие лидерских качеств и умений работать в команде. В течение нескольких дней абхазские и российские педагоги будут обмениваться опытом, обсуждая общие проблемы и искать пути их решения. Участники и спикеры школы отмечали важность данной площадки, говорили о продуктивности совместной работы. Мы очень рады быть на вашей земле. Мы здесь уже далеко не первый раз, и всегда она была для нас гостеприимной. Именно поэтому мы с чистым сердцем и теплой душой приехали к вам. И уже первый день показал, что все ожидания наши оправдаются. Мы приобретем здесь очень много друзей, и я уверена на наше теплое и совместное будущее. Школа педагогического мастерства – это не просто курсы повышения квалификаций, а настоящий эликсир молодости для души педагога, источник вдохновения и новых идей. Это инвестиции в будущее, гарантирующие высокое качество образования и воспитания. Ведь учитель работает над самой ответственной задачей – он формирует человека. Кундашова Ахра Амичба, Абхазское телевидение. В приюте для безнадзорных животных в селе Дзукта прошла бесплатная акция по стерилизации животных. Организатором выступил фонд «Добрый город» и при поддержке администрации города Сухум. Репортаж Айлиты Арутюнян.
Этим животным повезло оказаться в добрых, заботливых руках. За 2 дня акции планировалось стерилизовать около 100 животных. После каждой операции владельцу дают памятку, которую нужно соблюдать, чтобы питомец быстрее поправился. Акция проводится каждый квартал. Записаться можно по телефону. Прием ведется целый день с 8 утра до 9 вечера. Подопечных в приюте для безнадзорных животных, кстати, у каждого из них есть свое имя, тоже провели операцию, но с ними ситуация немного другая. В наш фонд «Добрый город» входят волонтеры города Сухум. Соответственно, волонтеры знают о местонахождении каждой безнадзорной собаки нашего города. Услышав и узнав об акции стерилизации, волонтеры записывают своих безнадзорных, бездомных животных на стерилизацию и привозят их, соответственно. Нам очень помогает благоустройство. Они предоставляют нам сотрудника, который занимается отловом безнадзорных животных, транспортировкой ее сюда на место проведения операции. После операции, и, конечно, мы безнадзорное животное не выпускаем в тот же день. Ночь обязательно, оно должно быть под присмотром. На ночь мы оставляем его в государственном приюте. Каждый из четверолапых друзей с нетерпением ждет своего часа, чтобы обрести дом и найти своих хозяев. Ведь животные также нуждаются в любви и заботе. Я бы хотела призвать наших горожан всех приехать, посмотреть, выбрать. Может быть, кто-то из наших прекрасных собак им приглянется. Может быть, кто-то западет в душу. Они все привиты, все стерилизованы, все обработаны. И одна собака просто лучше другой. И все они ждут своего человека, который приедет и заберет их к себе домой и подарит им семью. Конечно же, питомники улучшают ситуацию, но не решают проблему бездомных животных полностью, ведь многие хотят не взрослую собаку, а щенка, поэтому на улицах животных становится больше. С нашей стороны и от лица глава администрации, и от лица тех людей, которые вас курируют этот приют, мы будем всяческое содействие оказывать. Есть приоритетные задачи, которые мы должны с вами решать вместе в совокупности, но повторюсь о том, что нужно создать какой-то глобальный проект, который нам поможет навести порядок в городе, потому что часто жалобы от людей о том, что они не могут вывести детей на улицу. Это уже 5-я акция, которую фонд «Добрый город» организует совместно с администрацией города Сухум. Животные должны оставаться под присмотром людей, ведь без должного внимания четверолапый друг может стать опасным для человека. Много домашних животных, которые люди выбрасывают на улицу. Они потери не должны быть бродячими, но становятся. Мы их тоже также стерилизуем, если кто-то хочет из уже, так скажем, хозяев, которые выбросили, обратно вернуть. Мы только с удовольствием. Так что здесь ответ очевиден. Ловить, стерилизовать, знаете, как фильтровать собак. Именно потому, что, вот еще раз повторюсь, есть злые, есть добрые. Фильтровать, содержать, ну и расширять. Что самое главное, расширять, конечно, это даже не обсуждается. Стерилизация – единственный гуманный метод, позволяющий сократить популяцию домашних животных. В этом вопросе люди должны быть ответственными, ведь недаром говорят «мы в ответе за тех, кого приручили». После стерилизации питомцы отправятся домой, но не у всех есть такая возможность. Бездомные животные останутся в приюте, но у вас есть возможность изменить их судьбу. Придя сюда, вы можете обрести друга и подарить ему дом. Айлита Арутюнян, Нарсоу Цулукия, Абхазское телевидение. А сейчас прогноз погоды. По сообщению Гидрометцентра, во вторник, 1 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром без осадков. Местами возможен кратковременный дождь, туман. Температура воздуха ночью плюс 14-19, днем плюс 22-27 градусов. Температура морской воды плюс 23. На этом наш выпуск завершен. Спасибо за внимание. Всего хорошего. До встречи в эфире.